ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В администрации Ухты прошла встреча населения с министром природоохраны Романом Полшветкиным. Чиновник рассказал о командировке на Ухтинские реки, загрязненные нефтепродуктами еще в начале текущего месяца. Теперь на месте разлива работает 300 человек и 50 специальных машин. Были построены 2 гидрозатвора в среднем течении Яриги и в устье Яриги. Самое главное, в первые дни нам надо было остановить поступление нефтепродуктов в реку Ухта. Конечно, Ярига загрязнена сильно, но те работы, которые проводились по сбору нефти, они проведены достаточно квалифицированно. Роман Полшветкин доложил, ситуация стабилизируется, показатель близок к норме. 0,4 мл на литр воды, хотя еще на прошлой неделе он был 8,8. Договорить министру не дали. Оно и понятно, жители Ухты и пригорода настроены, мягко говоря, не очень оптимистично. Есть специалисты по ярикской нефти или нет? Ярикская нефть тяжелая. Она оседает на дно, ее так просто не поднять. То есть в реке она садится. Там, где есть камни, там есть где корень, она уже вся там, на перекатах, она вся на дне. И вся эта пленка, в день она так не идет, но зато в ночное время по всей ширине реки. И не, как вам товарищ говорил, полное отсутствие, не полное отсутствие пленки это. Вот таких. Не минимум 3 миллиметра идет пленка. Вот сегодня мы позвонили, значит, рыбу специально мужики вышли, сетями поймали 2 рыбы. 2 рыбины невозможно кушать, газолином пахнет. Это до Ижни сколько километров, сами помните, в Ижне много раз бывали. Поэтому во всей Ухте, по всей Яриге, поэтому не надо нам рты затыкать. Действительно, если сидит прокурор, поэтому надо разбираться. Столько времени прошло, уже почти месяц, да, с 8 апреля. Установлено, из-за чего это случилось? Неужели за столько времени нельзя было найти, откуда это? Причину этой катастрофы. Это катастрофа, это не пленка, это 150 тонн нефти. Но ответ на свой вопрос раздосадованные ухтинцы не получили. Его пока нет. Значит, идет расследование еще раз. Естественно, будут установлены те, кто виновны. Естественно, будет рассчитан ущерб, который подлежит оплате. Естественно, будет рассчитаны сумма штрафов, которая подлежит оплате. Но уже сейчас ясно, чистить будут все лето. На реке Яриги поставят гидрозатвор. Он будет стоять там всегда и защищать Ухту от повторных возможных загрязнений. А те самые скважины 20-30-х годов, на которые все грешат, и которые в самом деле опасны, так как соседствуют с заброшенным радиевым промыслом, ликвидируют и, возможно, за счет федерального бюджета.